Братцы, всем привет! 29 апреля, ребят, завтра 30 число у нас в республике и в моем регионе, ребят, открытие охоты. Всех мужиков сразу поздравляю, ребят, с открытием охоты. Думали, что не будет ее с этим коронавирусом, но в конце, ребят, вырвали, выбили, и завтра, ребят, открытие охоты. Мужиков поздравляю с открытием, ни пуха, ни пера, ребята, так что успехов вам в этом сезоне. У нас в поселке такой ажиотаж, ребята, все мужики готовятся, конетелятся там, водки достают, ездят, короче, на речку, там, моторы, ну, короче, нормальная движуха. Так что, ребята, давайте, успехов вам. Ну, я сегодня, ребят, собрался сделать, обновить, так скажем, доночки свои на налима. Жду, ребят, спада воды и сразу на ночные рыбалочки. В первую очередь, это, конечно, налим, весенний налим по открытой воде, ребята. Доночки изрядно поизносились у меня. Вот хочу все заменить. Получается, сделать новый комплект донок, так как все есть, получается. И хочу начать уже делать импортные донки. Уже это будут конкретно удильники, катушки. Такие, ребят, современные доночки. Спонсор, ребят, этих донок, так скажем, Вадя с Англии. Вадя, если будешь смотреть, тебе огромный привет. Полностью, грубо говоря, проспонсировал. Помните, ребят, по ссылочку, то, что он мне послал много всякого. Вот. Все его, так скажем, добро пойдет в ход. Давайте, ребят, со мной наливаем чаю, кофейку, можно и по пивку, ребята, и погнали. Ну, ребят, в первую очередь я хочу наплавить новый грузил. Хочу переплавить, ребят, всякое ненужное. У меня вот тут накопилось вот такие кривые всякие грузила. Я вот сейчас хочу все это дело собрать. Вот такой, допустим, он, в принципе, мне не понадобится. Потому что груз у меня будет весить... Вот, я вот в прошлом году плавил, даже 2 года назад. Грамм 150-170 тут у меня груза идут. И вот хочу переплавить все ненужное, то, что у меня есть. Сейчас быстро все приготовлю. Вот, допустим, какой-то кривой. Это, ну, это иной раз цепанешь донку, там, когда плывешь, достаешь, вот всякое разное попадается. Свинец, ребят, у нас сейчас в дефицитах, так что берешь, а потом плавишь. Сейчас все приготовлю и наплавим сначала новый грузилов. Что, ребят, грузила буду плавить на плитке. Костер никакого разжигать не буду. Сюда поставлю. И сразу, ребят, предупреждаю, вот у меня помещение открытое. Ни в коем случае дома не плавьте, потому что, ну, свинец выделяет, понятное дело, да, ребят, химическую реакцию всякую. И опасно для здоровья. Отлично. Так, ребят, ну, буду плавить вот в такой банке, очень тонко, быстро будет плавиться. Свинец плавится у нас около 300 градусов, так что нам надо довести температуру. И буду заливать, ребят, в ложку. Не нашел я формы той, которая раньше была. Это бывшая мебельная ножка. Получается, откручиваешь заднюю сторону, как чашка получается. Вот тут даже саморез не выключен был. Вот такие. А заливать можно, ребят, все что угодно. Ну, буду сегодня заливать в ложку. Надо сделать в виде чаши, чтобы было удобно брать и заливать. Так я подогну. А по этому носу буду заливать вот таким образом. Я думаю, нормально, ребят, выйти на улицу. Поставил тазик с водой. И вот ложку вот так немного подогнул, чтобы она стояла. В щель ее вот так поставлю. Вот, в принципе, подогнем сейчас, чтобы ровно стоял. Вот сюда можно будет заливать. Ставим нашу плиточку. Так, ну, буду плавить очередями, так скажем. Я думаю, вот это будет достаточно. Сейчас пока прогорит. Вот так. Ну, краска сейчас начинает гореть. Сейчас все быстро прогорит и начнем делать. Дубль 2, так скажем. Не выдержала температуру банка. Дно разошлось, короче. Уже свинец начал плавиться.
Сейчас подыщем что-нибудь другое. Нашел баночку, другую поменьше, правда, она вот не улазит, получается, на вот эту платформу. Ну, будет ее все равно. Вот эти будут греть и сбоку будут греть. Нормально пойдет. Так, что у нас тут остыло? Остыло. Дно, ребят, видите, банка разобралась просто. Чуть-чуть не приуграл. Вот у нас свинец уже немножко сплавился. Сейчас мы его туда-обратно. Ну что, пробуем. Давно уже, конечно, не занимался делом. Вот так вот. Все, сейчас быстренько. Что, ребят, первая партия готова. Выключаем огонь. И наливаем наш свинец. Вот так вот. Здесь еще есть. Даем немного застыть. Это пускай пока греется. Даем немного застыть, ребята. И воду его. Еще шатается. Еще шатается. Так, сразу добавляем еще партию. Ну все, в принципе, можно доставать. Готово, ребят. Первый есть. Пускай остывает. Так, обязательно ложку, ребят, протираем, чтобы здесь не было никакой капли воды, потому что свинец, попадавший на воду, делает очень неприятные вещи. Вот такой грузило, ребят, получилось. Первое есть. Здесь, ребята, вот такой у меня грузилко есть. Но там ни к чему. Здесь вот металлический такой вертлюг, так скажем, впаян уже. Ну, и кидаешь прям железом, железо остается там на дне. Так что кидаем его туда. Вот такого маленькое. Ну вот на закидушку в принципе сгодится. А так, в общем, почти 4 груза, ребят. Мне просто не понадобились те вот эти маленькие грузилки. Я не рыбачу там на закидушки какие-то. Конкретно большие грузила на донку. Вот, пожалуйста. Так, ребят, ну теперь надо сделать отверстие. Возьмем досочку, сверло. Ну, где-то вот в этом районе просверлим. Раз.
отверстие. Теперь, чтобы убрать вот эти заусенцы и такую острую грань, можно, конечно, ножом так немного срезать, чтобы резко не перетирало. Можно поставить сверло покрупнее и немного зинкануть, так скажем. Раз. Все, ребят, вот такой макар у нас получается. С этим мы делаем все то же самое. Да, что-то он сюда какой-нибудь высви. Что, вообще нет червей? Да где там, блядь, мелкие, блядь. Ну, в принципе, нормально, слышишь? Нормально? Да, это одни черви, да? Ну да, там в основном. Ага. Ну, пойдет что, красава. А коль, думаю, делать нахуй, ну, скажу. Ага. Ну, понял. А так что, слабенько, да, попадается? Да, вообще, или земля сырая, ну, вон вот такие, видишь, вирусные, блядь. Угу. Блядь, их по несколько штук бросают. Ну, понял. Ну, все, ништяк. Ну, если по возможности еще братский надо сделать, окей? Ну, Сейчас я тебе вынесу. Так. Самые лучшие деньги, ребята, в деревне это водочка. Нормал? нормально. Всё. А если что это? Давай, братский, еще сделаешь, да? Ну. Вообще красиво будет. Давай. На досуге. Ну, спасибо. Бродяги. Да, говорю, на досуге копанешь червей. Вот пришел, принес, как раз занимаюсь донками, ребят. Ну, сами понимаете, да? Ну, плохо, земля сырая еще. Ну, поднакопал, и то хорошо. Так что, ребят, как-то так. Ребят, грузила готовы. Я не знаю, в районе 160-170 грамм получились, наверное. Ну, с ложки где-то вот так и выходит. Вот, допустим, относительно, вот у меня здесь заводские 150 грамм. Ну, где-то в этом районе, даже немного тяжелее. Вот у меня еще вот есть 170, тут написано. Самое вот мощное, вот, допустим, вот это. Где-то, да, у ребят в районе 160-170 грамм получается грузил с ложки. Вот это маленькая, это так, на закидушке пойдет. Так, ну что, продолжаем далее. Продолжаем далее, ребят. Все помните, ребят, мои донки. Вот такая мотовила, сделана из фанеры. Ну, со временем она рассыхается. Когда втыкаешь, допустим, вот ее вот я обломал последний раз. Получается угол, ну, потому что ногой втыкаешь в грунт, в кочку там, чтоб оставляешь когда на ночь. Делается все просто, ребята. Вот я заготовил новенькие. То же самое с фанеры. Напилил. Здесь фрезанул. Лобзиком края убрал. Насквозь просверлил дырочку, чтобы замотать край лески. Короче, вот все, ребят, очень просто, дешево и сердито. Донки, ребят, буду менять полностью. Намотаю новую леску. Спонсор моей всей этой закрутки и новых донок — это Вадя с Англии. Все его на крючки, ребят, вся эта лесочка пойдет в ход. Буду мотать, новые доночки делать, ребят. Вот эта леска 5,5 диаметр этой лески. Но я делаю вообще вот 0,7, ребят. Только выбираю какую-то мягкую. Бывает просто тоже 0,7, а разница в нем: одна очень толстая, как проволока, а другая вот мягенькая. В зависимости от темы, ребят, почему делается толстая леска. Во-первых, любой груз ты можешь спокойно, не боясь, что оборвет, закинуть. И в-третьих, когда ты разматываешь леску, то толстая леска, она не путается как тонкая. Соответственно, проблем нету. Чисто из-за этого. Ну, ребят, начнем делать доночку. Все очень просто, быстро и эффективно. Так, делаю петлю большую, чтобы катушку протянуть и начинать уже заматывать. Вот такая петля. И продеваем мы сюда ее. Бам.
Бабам. Все. Готово. И заматываем лесочку. На леску на мотовилу мотаю где-то метров 30. Больше не делаю. Ребят, ну что, у меня первое готово. Я леску не отмерял. Больше, явно, что больше 30 метров я намотал. Но это пускай будет с запасом. Бывает пляж, то бишь разматываешь больше, потому что, допустим, на пляжу расстояние большое и надо добросить до русла. Бывает, делаешь больше. Все. Далее, ребят, на конце я делаю среднюю петлю. Вот такую. Потом от этой петли сантиметров 30 я делаю маленькую петельку. Вот так. И вторую еще на сантиметров 40. Все, ребят, оснасточка готова. И петли, ребят, я делаю в 2 оборота, получается. Раз делаю и делаю второй раз, чтобы она не затянулась. Кто-то делает узлами, ребят, но я все делаю очень быстро. Все делаю петлями. Вот. Оснасточка готова, ребят, у нас. Большая петля, сантиметров 31 поводочек, сантиметров 40 второй поводочек. Сейчас оставлю грузило. Все то же самое, ребят. Петелька. Пропускаю. Затягиваю. И получается верхний поводок, ребят, вот таким образом. Вот я его положил на землю. Делаю его для того, чтобы было удобно, ребят, забросить. То бишь я беру вот за эту петлю, поводок в сторону. И вот таким макаром. То бишь, соответственно, какой у вас рост, ребят. Если будет вот таким образом, за леску вы не закинете. А вот это все дело будет мешаться, и вы просто не забросите. Соответственно, за первый поводок, если забрасывать, ход идет маленький, во-первых. Ну и второй вот у вас болтается. Есть вероятность, что забагрит себя. Соответственно, делаю вот сантиметров 70 от грузила и спокойно могу, ребят, забросить. Ну, это чисто для себя. Соответственно, если рост поменьше, то давайте там не 70 сантиметров, а там 60. Вот, ребят, первая оснасточка у нас готова. Мы ее пока заматываем, ложим в сторону и занимаемся то же самое второй. Берем леску, делаем большую петлю и заматываем. Вторую навязал уже. Также поставил грузил уже, сделал петельки. Все готово. Займемся поводочками. Поводочек беру на порядок ниже. В данном случае буду использовать, получается, что тут у нас? 0,4 лесочка. Вот такая беленькая. 800 метров в колбе, ребят, офигеть. Да, надолго мне хватит. Ну и посмотрим по крючкам. Крючочки наши. Вот, допустим, поставим. Крючки, ребят, можно ставить разные, вообще без проблем. Ну, допустим, вот этот достойный крючочек, мы его поставим вот сюда. Крючки использую большие, потому что в основном рыбачу на червя. И, соответственно, крючок делаю большой, чтобы больше можно было насадить. Так, ну, завязываю, не знаю, ребят, кто как завязывает, а я завязываю очень просто. Продеваю конец, делаю петельку и делаю 6 оборотов. Раз, 2, 3, 4,
Ну, 5 достаточно, допустим. И вот эту петельку мы, ребят, мы продеваем. И затягиваем. Вот такая восьмерочка красивая получается. Немного подстягиваю. И обрезаю. Поводок делаю сантиметров 25. Также делаем здесь петельку, ребят. Все очень просто, быстро. 3 секунды. Соответственно, если крючок оборвали, то быстро вытаскиваешь, ничего не надо развязывать, то бишь на основной снасти у нас петля в петлю, и мы просто вытаскиваем поводок оборванный и цепляем новый. Все так же, петля в петлю. То бишь снасть работает, ребят, вечно, грубо говоря. Единственное то, что у меня вот мотовило вот исходит из строя, а так можно навязать с собой поводков запасных, потому что рыбалка на налима, она такова, рыбачишь в коряга где-то. Вот, ребят, поводочек у нас готов. Берем нашу основную донку. И все то же самое. Не знаю, если вам, конечно, видно, ребят. Темновато уже. Продеваем петельку. Продеваем крючочек. И затягиваем. Вот у нас таким образом получается оснасточка. Грузило у нас и поводок вот где-то вот в стороне. Не длинный, вот такой сантиметров 25 поводочек. Все, ребят, сейчас сделаю второй. Не использую, ребят, я вертлюги. Пробовал, конечно, делать вертлюги, ставить. Допустим, то же самое нагрузило, чтобы не перехлестывалось на поводки. Ну, как правило, мы отрыбалили, замотали, положили в пакет. Прошла неделя, мы поехали дальше снова на рыбалку, ребят. Дело, конечно, это все ржавеет, никуда от этого не избежать. Лежат в пакете. Но когда домой приезжаю, конечно, пакет разворачиваю, донки достаю, но все равно доночка ржавеет, и со временем, ребят, застежки эти выходят из года. Ну, просто не замечаешь, как они вот ржавеют и просто ломаются. Соответственно, я вот их не использую. Все по стариночке. Оборвали. Мы сейчас быстро можем вытащить вот этот поводок и заменить сразу в темноте с фонариком там на новый, когда мы рыбачим на лима, потому что рыбалки происходят ночью. Соответственно, сильно там не повяжешь, так скажем. Вот достали, если крючок оборвали или оборвали грузило, делаем петлю, суем новое, затягиваем и погнали дальше. Вот такой макарчик, ребят. Сейчас ставлю второй поводок и продолжаю делать дальше и дальше. Первую донку я сделал. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, первый поводок практически возле груза немного не достает, и соответственно второй. Здесь я делал 30, здесь 40, здесь, значит, делал поводок 25, здесь примерно сантиметров 30. И вот он, чтобы не доходил до, конечно, до петли второго. Ну и соответственно вот наш заброс. 3 крючка, 4 крючка, кто-то видел, ребят, делал, но это их кое-то надо держать, прятать. Всегда работал с 2 крючками. Пожалуйста. Хоп, закинули. Отлично. Соответственно, новая, абсолютно новая донка, ребят, с новым грузилом самодельным, с новым мотовилом самодельным, готова. И будем мы использовать ее в этом сезоне. Крючки, ребят, я втыкаю, получается, вот сюда. Конечно, это очень-очень плохо, потому что кончики ржавеют, жало тупится, и как бы по сезону меняешь потом крючки. Пробовал насаживать, ребят, велосипедные камеры, чтобы крючки, допустим, не втыкать, а зажимать резинками. Но это мотовило постоянно, ребят, втыкаешь, то бишь рыбалка грубая очень, и, конечно, сделать можно красиво. Заморочиться, сделать резиночки там тудым-сюдым, там, я не знаю, кто-то даже выжигает или пишет там номер лески. Ну, ребят, я как-то привык все вот так
просто, грубо, ну зато эффективно, реально. Потому что рыбалки, наверное, мы и в дровах каких-то там, и в траве. Все эти резинки послетали, и на ночь оставляешь, втыкаешь там в глубину куда-то. И, короче, ребят, не знаю, это просто эффективно. Все, оснащаю вторую и будем заниматься. Сегодня, ребят, уделим целый вечер вот такой эпопеи на лимей. Приятно, я люблю заниматься, конечно, этими делами. Сейчас поставлю музычку здесь, ребят, и начну ковыряться. Я перебрал, сделал, ребят, новые. Получается, у меня 3 штучки. 3 штучки новеньких. Абсолютно. А некоторые, ребят, просто я перебрал. Поменял все поводки, заменил крючки. Ну, а леска, получается, мотовила еще годная. Так что все походит это дело. Зачем? Так, что-то конкретно сломалось, вот заменяю. Вот, а если все хорошо, то поменял крючки, поводки. Все, то бишь, доночка, ребят, на изготове. Все, с доночками закончил. Часик, наверное, я убил. Вон кучу остатков поводков срезал. Вот крючки, которые уже такие туповатые, бежал, там что-то заменил. Короче, все, новые поводочки, ребят. Красота. Сейчас еще сделаю пару закидух, ну как донка. А с донками все. Здесь у меня, кстати, ребят, кто кушает роллы, суши, тема хорошая, я не выкидываю. Ну, я, конечно, не часто их ем, но я имею в виду, что помыл. И вот такие контейнеры, они вот как раз подходят под крючки. Вот у меня вот здесь такая коробка, вот, всякая разная. Вертлюги, карабины, грузила там еще вот. Маленькие всякие разные. Это на запас. А вот таким образом крючочки, вот допустим пачушку сейчас высыплю. Вот, наверное, карповые крючки, ну, пойдут на донышки. Сразу высыпем, чтобы было по сезону, было на замену. Помимо поводков еще вот крючки есть. Все, красиво. Это в сторону. Займемся, ребят, закидушками. Ну, то бишь, я вот хочу перейти все вот на такие доночки. Будем ставить катухи. Это палка крокодил, ребят, с тестом 1,8 метра, и тест у нас до 250 грамм. Что ни на есть, вот как раз вот подходит вот для таких вещей. Палка стоит около 600 рублей. Ну, в нашем районе, не знаю, у кого как. Вот, ребят, хочу перейти вот все вот на вот это дело. Сейчас тоже оснастим, сделаем парочку, и будет у нас заряжен. Да, пришла посылочка, помните, да, вот насчет этих грузил, я как бы не мог понять, для чего они вообще нужны. Я думал, какие-то отцепы. А потом вот мне объяснили, и сам Вадя мне в WhatsApp отписался, то, что, ребят, это грузила, получается, для течения. В таком образе она заряжена, кидается и упирается в куда-то, может, вил, в песок там и так далее, и меньше сносит. А когда мы протаскиваем, то бишь она вот таким макаром раздвигается и достается спокойно. Заряжается вот таким образом. Вот такие грузила, вот, ну вот все они, то бишь здесь, допустим, есть, ребят, вот этот патрон, он откручивается полностью. Вот такие вот 2 штука таких есть. Есть вот такие. Соответственно, заряжаются. Вот таким образом закидываешь, он вцепляется, держится отлично. А когда мы делаем подсечку или просто проверяем, то бам, бам, и спокойно она выходит. Вот у меня получается таких, в принципе, неплохо грузил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучек разных весов. 150, 130 грамм, даже 170 есть. Короче, грузила, ребят, для течения. В принципе, на пляжах здорово, думаю, попробовать. И не буду, думал, изначально вообще откусить их, а потом думаю, да зачем я это буду делать. Попробуем с ними, ребят. И как раз вот для наших закидушек сейчас потихоньку буду покупать. Вот 2 прикупил.
Это еще в прошлом году. Потихоньку буду брать. Денежка появилась в магазине. Бам, палочку купил, 1-2. Смастерил. Вот такие бандуры у нас будут. И для них, ребят, поставлю вот эти грузила. Посмотрим, как они будут работать у нас вообще. Я думаю, а почему нет? Будут работать. Кинул, уже не будут сноситься, а будут стоять. Я думаю, здорово, ребят. Попробуем. Ну что, с катушками, ребят, проблем нету. Вадя мне сделал вообще конкретный подгон. И вот в плане налимов, ребят, сейчас с катушками все я. Сейчас я поставлю пару катушек. Здесь уже леска стоит, в принципе, можно уже не наматывать. Леска хорошая, это около 0,4, наверное. Для таких вещей она пойдет, потому что закидывать очень удобно. Не надо такие рывки делать, а с катушки леску можно немного потоньше. Такую поставим. Так, это стороночку. Здесь что у нас? Здесь леска тонковата. Ну, пока что на 2 примерах я сделаю, чтобы не заряжать леску. Вон еще, кстати, крючки, ребят, валялись. Я не досмотрел. Крючочки еще. Сейчас мы запулим что-нибудь. Вот такая катушица есть. 5000-я. Карпятская, ребята, капитальная карпятская. Все работает, все четко. В принципе, есть без лески. Поставим вот такую без лесочки. Нормально. Богаты. Так, первую поставим. Так, здесь у нас надо открутить. Отлично. Отлично. Так, ребят, ну поставил, перекрутил я все рукоятки на левую сторону, потому что мне так удобней. Все, заряжаю первую. Здесь уже леска стояла. Серьезные катухи. Так. Ребята, если снаряжу вот такие доночки себе, будет здорово. Так, ну делаю тоже петлю, получается, на конце. И попробуем, ребята, вот такие грузила. Вот такие грузилки попробуем. Вот эти штуки я не буду вырубать. Если мне не понравится, то бокорезами недолго отрезать. И я думаю, будут простые, как пули, получается, грузила. Все, заряжаю. Протягиваю петлю. Готово, братва. Так. Ну и на таких, ребят, снастях я делаю один поводок, но я его делаю длинный. Сантиметров 70 я его делаю один. Также делаю петельку здесь. И ставлю поводочек. Все. Все очень просто, ребят. На налимы как бы снасть особо не нужна, такая там конкретно какая-то деликатная. Ну, на эту снасть также попадается и лещ, и язь. То бишь, все четко, все здорово. Этими снастями я рыбачу, ребят, весь сезон. От вот этой еще мутной весны до мутной осени. Сейчас вяжу поводочек, ставлю сантиметров 70. Также заряжаю вторую. Что, ребят, все готово. Доночки сделал, перебрал. Все, ребят, смастерил пару универсальных донов, таких, которые буду переходить со временем. Ну,
прикуплять и буду собирать, ребят. Ну, как-то так. Сейчас знаю, что все на готове, все лежит, все ждет своей очереди. И только, ребят, при первой же возможности мы будем рвать когти, ребят. Вот такие дела. Все, пойду домой, пить горячий чай немного. Замерз. Что, ребята, жду. Скоро на первый выход. Давайте, ребят, всем хорошего настроения, счастья. Спасибо за просмотр, спасибо, что со мной, ребят. Дрюня на связи. Пока. Доночки, доночки. Доночки, доночки. Ох, ребят, налим есть. Что-то крупное, ребятки. Походу крупное что-то. Что-то крупное, ребят, не могу понять. Ребят, смотрите, какой хороший. Блядь. Ёкаломаны. Ох ты, блядь. Песочек, ребят, дал. Песочек дал, ребят, хорошего. Есть, ребята. Есть. Оба. Вот это муся, ребята. Дрюня сделал по красоте. Вау. Хороший. Ребят, смотрите, сидел, губу уже оборвал.